Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей программы «Неделя». В ближайшие полчаса расскажем о самых важных событиях региона за минувшие 7 дней. Поступок настоящих героев. Чеченских бойцов наградили за помощь в поимке террористов. Огромное спасибо, что вы здесь настоите, что службу несете. Это будет другого не дано. В Чеченской республике строится больше 120 мечетей, медресе и школа хафизов. Расскажем о некоторых из них. В Грозном подвели итоги работы региональных СМИ за первый квартал текущего года. Какие направления будут в приоритете информационной повестки? Уже в первом квартале СМИ подготовили 801 материал. Торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Чеченской Республики, прошло в парламенте. В нем принял участие глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Также в зале собрались члены инициативной группы и координационного штаба, которые в 2003 году отвечали за подготовку референдума. Это представители органов исполнительной, законодательной власти, правоохранительных структур, главы администраций городов и районов. Репортаж Дианы Хармуш. Торжественное собрание в парламенте региона начинается с приветственных слов руководителя администрации главы и правительства республики Галаса Таймасханова. В своем выступлении он отметил роль первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова в становлении мира и порядка. Президент России Кадыров Ахмат Хаджи референдум даял шолчдин цуал дешнш далула арсон Рамзан. Als nog geen gauwen bijzers melchil chumastoska nog geen gauwen de hartsekul schilcherga teren tehyenska dabo gutterena de galatil shun harsa deshnash tuerdu devlishu chekbellashu tom nog чехал очень харжем бина шия конституции теецна. Ахмат Хаджи уделял большое внимание этому основополагающему правовому документу республики и лично трудился над его созданием. Все, чего мы добились за эти годы, было основано на заветах нашего первого президента и нашей Конституции. 23 марта 2003 года по инициативе Ахмата Хаджи Кадырова в республике состоялся референдум по принятию Конституции. Это стало поворотным событием в истории республики. О том, как проходила подготовка к референдуму и о роли первого президента республики в его проведении, рассказал глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Конституция eldeşmiş Erdoğan 23 Mart'ta ve abesti astedo izdina ve Konstitüsyon ay şilu ve nasıl qizil sadel qidadon haz ziyazdan zaz daqşdan hanı ahvekşli hadu qidadon dana khilal ve republik ويدون كونستيتيوشن ويدون فلاج لريو وجيم لريو ويدون نوخчалал лерию когда не так я фурло кондарат вейдон. О событиях тех лет собравшимся напомнил и заместитель министра сельского хозяйства, член консультативного совета при главе республики Магомед Кадыров. Он рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть чеченскому народу в послевоенный период, и о том, как республика начала меняться после референдума. حكومتي دعوت نجواشن وقت زجن ده أورجن أو حالة مش خير بقى كويت كويت اللي أنا بوصل دين حيغلو طبعا من خو إمام حلاوة لو مت بوصل دين حديث يشتو وقشوا سنة ده سمت بوهج وشوا ديش تو بتش هو إذا كون أوتر ديتنا إيه برلامتوا إيه يتسق В те тяжелые годы по инициативе первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова был создан консультативный совет. В него вошли 85 представителей интеллигенции народа, в числе которых деятели культуры, работники сферы образования, спортсмены, представители национальных меньшинств республики. Председателем совета был назначен Шаид Джамалдаев. В своем выступлении он отметил, что основу для процветания региона заложил именно первый президент республики. Благодаря его деятельности сейчас регион стал одним из самых безопасных и динамично развивающихся субъектов страны. Сегодня празднуем 21-ю годовщину проведения референдума и принятия основных законов и Конституции Чеченской Республики. Исторически важных, судьбоносных решений для нас с вами. Это был сложный, опасный, тяжелый период для России и Чеченской Республики в целом. Мы призываем всех людей, общественные организации,
услышать голос разума и мудрости, направить свою энергию на консолидацию российского народа вокруг наших лидеров в эти тяжелые минуты и стать надежной опорой для них и не дать себя обмануть. Будущее наших народов мы обязательно связываем и должны связывать с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Еще раз с праздником. В завершении мероприятия почетные гости еще раз поздравили всех жителей республики с этим историческим событием и пожелали мира и процветания чеченскому народу. С момента принятия Конституции прошло более 20 лет. За это время в регионе произошли колоссальные изменения. Все это стало возможным благодаря мудрому решению, которое принял чеченский народ на референдуме. Диана Хармуш, Адам Михеев, Аслан Вескаев. Неделя. В Брянске наградили военнослужащих полка «Ахмат Россия», которые отличились в ходе задержания террористов, устроивших теракт в Крокус-Сити-Холл. Им вручили 12 медалей за отвагу и 20 ведомственных наград Минобороны страны. Также за выдающиеся навыки и мужество бойцов торжественной обстановки наградил почетными грамотами и отличительными знаками губернатор Брянской области Александр Богомаз. Эта страна принадлежит каждому из нас. Чеченцу, осетину, ингушу, русским. Еще раз огромное спасибо. Огромное спасибо, что вы здесь настоите, что службу несете. Ну, это другого не дано. Нам другого не дано. Правильно? Конечно. Только победа. Только победа. Напомним, что теракт в Крокусе произошел 22 марта и унес жизни более 140 человек. 360 получили ранения. Террористы ворвались в концертный зал и открыли стрельбу по посетителям, а после устроили взрыв и подожгли здание. Благодаря своевременному участию бойцов Ахмат их удалось поймать. В селе Кадиюрт Гудурмесского района открыли мечеть на 50 человек. Ее построила семья Асхабовых в память о своем дедушке, Супьяне. По их словам, он всегда отличался глубокой верой, мудростью и добротой и всегда был примером для подражания. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلوات دلتي طق بعنشك يا سوي والشو تان ناقص حتى لو شو قلت باش وقردو هذا الله داله هذا شيء دويل ده خوشين عمل عباد قبول دويل خوشادين دول دعانش تجواب دويل داله. В честь открытия святыни семья подготовила угощение на ифтар, а после в новой мечети совершили первый намаз. В Грозненском и Русмартановском районах активными темпами идет строительство новых мечетей. Благодаря им местные жители смогут совершать коллективные молитвы в своих селах, тогда как сейчас, например, в Гихичу им приходится ездить на пятничный намаз в соседний муниципалитет. Всего же в республике в настоящее время возводится более 120 мечетей, а еще медресе для слепых и глухонемых и другие учебные заведения. Сюжет Дианы Хармуш. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. Зайнабди Межиеву 12 лет. Мальчик с 10 лет читает Коран по шрифту Брайля. Также Зайнабди помогает своей старшей незрячей сестре в изучении таджвида. В свои юные годы мальчик уже совершил умру. Находясь в Мекке, он прочитал Коран за 5 дней. مكة جو خصدر وين مغادة لازم متجوزة تاق صوتك قرآن دوش دينا بار إصاعتها رمينا تخي عقدز دي شرس تاق عربة يسون شورت نعتبها غرزيها تاقش ديك دوش أولار تارا ما شاء الله بوش تبوش حوش فلارش وسوق سابول شارش ملقني دوش وهندوش ولا خاطر قرآن دوش ولا تاس بولار سابش مكة Зайнабди обучается в медресе для слепых и слабовидящих именем Ахмада Дачаева. Преподаватель мальчика Рамзан Мустаев отзывается о нем наилучшим образом. Он очень трудолюбив, отмечает педагог. Этот ученик очень, у него феноменальная память, он прекрасно владеет всеми брайлевскими способностями читать священный Коран по методу Брайля, изучает арабский язык. За 2 года, как я с ним познакомился, он выучил 4 джуза, 5-й джуз начинает учить наизусть. Но самое главное, он 2 раза побывал в Мекке в месяц, священный месяц Рамадана. Первый раз, когда он поехал, он прочитал весь Коран,
тогда прочитал за 10 дней, сейчас он совершил умру в этом году и за 5 дней в Мекке прочитал полностью священный Коран по методу Брайля. Руководство республики уделяет особое внимание духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и молодежи. Так в регионе ежегодно открываются мечети, медресе, школы хафизов, строятся медресе для слепых и глухонемых. لامس خلص يوج مش عمال دقيقة شو وقصة المدرسة بيوش وقصة تجويد عامش بيش قيش بيش دحية حلا أسحيوت شينا كذا نزود بوش الحيرنا هي تجويد نيس ديش قرا نيس خز ديش عامش سين عامش وصو يحدحية كيش وصو ده مولا. Также по поручению главы республики в Грозном строится Исламский научно-исследовательский образовательный центр. На территории комплекса возводится мечеть и медресе. Сейчас в регионе строятся свыше 120 мечетей. Все они возводятся за счет средств регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство новой мечети ведется и в селении Гихичу. Жители села были вынуждены ездить в соседние районы для совершения пятничного намаза. Центральная мечеть в селе была ветхой, и в ней было опасно находиться. Сейчас на ее месте возводится новая святыня, рассчитанная на 1500 верующих. Еще одна святыня строится и в селении Виноградное. Новая мечеть рассчитана на более 1000 верующих. Во-первых, я хотел бы поблагодарить от себя, от жителей этого села Рамзана Ахмаджи Кадырова за этот подарок, который он нам сделал, этот мечеть на 1000 мест. Это для нас большой подарок. Мы никогда не забудем этот подарок. На данный момент в Чеченской Республике функционирует более 1400 мечетей. В республике строятся и другие религиозные объекты, исламские медресе и школы хафизов. Диана Хармуш, Адам Арсунукаев, Юсуп Ижиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном подвели итоги работы региональных журналистов за первый квартал 2024 года. Помощник главы республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заслушал доклады сотрудников ведомств и руководителей СМИ. Они озвучили успехи своих коллективов в достижении ранее озвученных задач и обсудили актуальные направления. Репортаж Хавы Айдамировой. В студии ЧГТРК «Грозный» собрались руководители и сотрудники СМИ республики. Начиная совещание с приветственным словом выступил помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил, что нужно усилить работу по освещению наиболее актуальных тем, таких как СВО, год истории и развитие технологий искусственного интеллекта. Мы определили ключевое направление. Над этими направлениями работают практически все руководители, все организации. Мы определяем приоритетные направления и сосредотачиваем основные ресурсы, время, людей. Десятки сюжетов и сотни публикаций в интернете. Директор ГТРК «Войнах» и куратор года истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа в СМИ Рузана Веселаева рассказала о работе по этому направлению. С начала года, помимо уже существующих рубрик, ввели еще 10 новых. Художественная редакция запустила проект «Бриф-экскурс» о значимых исторических событиях, а также личностях, сыгравших определенную роль в судьбе чеченского народа. Проект выходит в эфир в первых числах каждого месяца за благовременным анонсированием. Также в первом квартале запускается новый проект «Гейнер Ази» под авторством Раисы Садаевой. Будет проводиться видеосвязь с представителями этнических чеченцев, проживающих в странах Ближнего Востока и Европы. Специальная военная операция является одной из самых актуальных тем, к которой приковано внимание всего мира. Чеченские СМИ активно работают в освещении этого направления, говорит директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов. На всех площадках мы широко транслировали подготовки и участие бойцов из региона, а также добровольцев в СВО. Большое внимание было уделено освещению патриотических акций и флеш-мобов в поддержку военнослужащих из Чеченской Республики, проводимых в регионе, а также встреч авторитетных спикеров с жителями региона, организованных Минакс Информс для разъяснения целей и задач СВО.
Телерадиокомпаниями Чеченской Республики на регулярной основе проводится ток-шоу. Это резонанс, объективы и точки опоры на ЧГТРК Грозный, актуальная тема на ГТРК войнах, участники которых дают исчерпывающие разъяснения по теме спецоперации. С докладом о проделанной работе по внедрению инструментов искусственного интеллекта в работу Миннацинформ и СМИ региона выступил советник министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ислам Тикаев. Один из основных акцентов был сделан на повышение квалификации сотрудников через проведение обучающих семинаров и мастер-классов по применению ИИ в сфере СМИ. Благодаря этим мероприятиям мы не только расширили кругозор наших специалистов относительно последних тенденций и лучших практик применения ИИ, но и выявили 20 перспективных сотрудников для формирования рабочей группы по тестированию, введению в эксплуатацию инструментов ИИ. В ходе совещания Ахмед Дудаев отметил, что начало 2024 года для региона выдалось насыщенным на события, а значит, работы прибавилось и у сотрудников СМИ. Отличившихся работников Миннацинформа и журналистов министр наградил благодарственными письмами, а директор ЧГТРК Грозный Чингиз Ахмадов получил награду Орден Дружбы от главы Донецкой Народной Республики. Совещание стало не только отчетом по проделанной работе. Участники обсудили задачи на следующий квартал. Достигнутые успехи планируется закрепить и превзойти. Хава Айдамирова, Юсуп Эжиев, Аслан Висхаев. Неделя. В Чеченском государственном педагогическом колледже прошел вечер нашидов, приуроченный к священному месяцу Рамадан. Его организовало молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат» совместно с Министерством Чеченской Республики по делам молодежи. Сюжет Халимат Шахидовой. Юный исполнитель Мухаммад Джабраилов в своем нашиде воспевает подвиг чеченских бойцов, защищающих рубежи страны. Вечер нашидов, посвященный священному месяцу Рамадан, собрал полный зал зрителей. На протяжении вечера звучат разные нашиды на арабском и чеченском языках. Они восхваляют красоту, милосердие и мудрость религии ислама. Организовали вечер нашидов активисты молодежного общественно-патриотического движения «Ахмат» совместно с Министерством Чеченской Республики по делам молодежи. Они отмечают особый интерес к таким мероприятиям у зрителей всех возрастов. Также для зрителей подготовили викторину на знание основ ислама, а те, кто ответили правильно, получили подарки. Вечера нашидов, приуроченные к месяцу Рамадан, будут длиться до конца священного поста, а в течение этой недели артисты выступят в городе Серноморск. Халимат Шахидова, Адам Арсенукаев, Аслан Висхаев. Неделя. Вопросы профилактики угроз в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений обсудили в студии ЧГТРК «Грозный». Семинар на эту тему провели специалисты Федерального агентства по делам национальности России. В мероприятии принял участие министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Спикеры дали рекомендации, как реагировать на информационные вбросы и дезинформацию в интернете. Хочу поблагодарить от лица всех собравшихся вас за визит в республику, за то, что вы нашли время приехать с таким полезным, уверен, эффективным для нас форматом. Это как раз то, что отвечает нашим пожеланиям, требованиям, нашим запросам в контексте нашей работы. Мы пытаемся своими силами, возможностями проводить такой детальный, скрупулезный мониторинг всего информационного поля. Пытаемся фокусировать внимание на всех аспектах различных вбросах касательно межнациональной, межконфессиональной политики, вбросах в информационное поле. Наша задача выявлять предконфликтные ситуации и организовывать эффективное взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам их профилактики. Могу сказать, что в настоящее время данная работа организована со всеми субъектами Российской Федерации. Чеченская Республика входит у нас в состав тех субъектов, с которыми она одного из тех субъектов является одним из тех субъектов, с которыми они на более высоком уровне. В ходе семинара специалисты отметили, что за последние 20 лет в Чеченской Республике не было ни одного межнационального и межконфессионального конфликта. По их словам, это заслуга руководства региона.
1000 раз, 10 тысяч раз отправив какой-то инфоповод, человек в это может поверить, поэтому в этом направлении надо обязательно работать, на местах, на муниципалитетах. Вот, надо объяснять людям, что такое хорошо, а что такое плохо, потому что поток информации, огромной информации, которая идет извне, а на Северокавказский регион в целом вот эти вот информповоды негативные, это порядка 70% вообще всего ресурса вот этого вот информационного в интернете. А у меня пока на этом все. Увидимся ровно через неделю. И до встречи.